Здравствуйте! В эфире ГАЛ-ТВ информационный выпуск «События недели». В студии Натья Бендельяни. В городе Гал отметили 29-ю годовщину Дня Победы и независимости. Торжественные мероприятия начались с массового шествия и закончились праздничным салютом. Подробности в репортаже наших коллег. Абхазия отмечает главный государственный праздник страны – День Победы и независимости. 29 лет назад, 30 сентября, война, длившаяся 413 дней, завершилась полным освобождением республики от войск Госсовета Грузии. Праздничные мероприятия, посвященные 29-й годовщине Дня Победы и независимости в городе Гал, начались с самого утра. Представители руководства района во главе с Константином Пилия почтили память сотрудников ОВД по Галскому району, погибших при исполнении служебного долга. Сегодня, словно сама природа, торжествует вместе с людьми. Необыкновенная атмосфера единого патриотического порыва царит на площади. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил свободу и мирное небо над головой. По традиции жители и гости города, ветераны, актив района, сотрудники силовых структур, работники администрации, школы, общественность слились в живом потоке, чтобы поклониться у памятника погибших за свободу и независимость Республики Абхазия. Война так или иначе затронула каждую семью, и люди бережно хранят память о мужестве, стойкости и подвиге абхазского народа и добровольцев, всех, кто встал рядом в трудную минуту и продемонстрировал пример высших человеческих ценностей, таких как справедливость, способность к самопожертвованию, готовность в любой момент прийти на помощь ближнему. Наша задача передать эти ценности будущим поколениям, воспитать их в духе братства, единства и уважения друг к другу. Администрация Галского района, отделы образования и культуры не только украсили город праздничной символикой, но и подготовили концертную программу в память о героях, сражавшихся на фронтах, партизанских отрядах и в тылу. Министерством обороны в честь празднования 29-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии ведомственными наградами были награждены более 70 ветеранов. Дорогие соотечественники, сегодня 29-я годовщина Дня Победы. Победа, которая нам дарована благодаря мужеству и самоотверженности нашим героям, нашей армии, бойцам братских народов, которые плечом к плечу стали рядом с абхазским народом,
на пути врага. Все единой силой с честью отстояли нашу свободу и независимость. Рожденным в мирное время невозможно представить ужас войны, поэтому сегодня наша задача хранить и передавать память молодым и сделать все возможное, чтобы Абхазия и ее народ не знали этой боли. Ценность этого праздника помогает понять, насколько хрупок мир и как ценна каждая человеческая жизнь. Вспоминая подвиг героев, мы сами становимся сильнее. Мы лучше понимаем свою историю, гордимся своей республикой и ее прошлым, без которого невозможно будущее. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы эпох и поколений сменилась бы, дата 30 сентября для нас всегда будет священна. Мы победили, и это есть символ единства. Поздравляю всех. 92 год стал в истории Абхазии черной датой, и на всю историю останется шрамом, которую не залечит ни одна песня о ранении. Ценой сегодняшнего дня стал почти весь золотой генофонд абхазского народа, молодые парни и девушки, 80% из которых еще даже не успели создать семьи. Сегодня, вспоминая их героический путь, нам очень приятно видеть вас, наши дорогие ветераны. Уважаемые гальцы, уважаемые гости, от всей души вас поздравляю с сегодняшним праздником. Желаю вам всем счастья, радости, мира, добра, процветания. Нашим детишкам, чтобы они всегда могли побеждать в спорте, учиться хорошо, чтобы они всегда могли прославлять нашу родину, нашу Абхазию. Мы все здесь, которые сидящие в зале, очень много сегодня ветеранов, очень много сегодня гостей, прошли адский труд. В дальнейшем все зависит от вас. Мира вам, счастья вам, благополучия. Пусть Бог посмотрит на нашу землю. В единстве наша сила. Уважаемые жители Кальского района, уважаемая администрация, уважаемые все службы, которые несут в этом районе, хочу вас поздравить с сегодняшним днем. Пусть никогда не будет войны. Спасибо. Приказ министра обороны Республики Абхазия номер 308 от 22 сентября 2022 года. В честь празднования 29-й годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии наградить Инжоля Сурама Валерьевича. Пилия Константина Эдуардовича. Кортава Джамбула Сенардиевича. На сцене районного дома культуры выступили творческие коллективы района с инсценировками, стихотворениями и постановками на военную тематику. Ребята настолько хорошо вжились в роль и так точно передали боль и страдания и мужество абхазского народа, что у некоторых зрителей выступили слезы. La
Часть ведомственных наград ветеранам, которые не смогли присутствовать на церемонии награждения в районном доме культуры, вручили на государственной границе Ингур, где прошел мини-концерт с участием лучших артистов музыкального и танцевального искусства района. В продолжении праздника на площади перед горожанами выступили известные всеми любимые артисты, воспитанники детских музыкальных школ и творческие коллективы района. Праздничный концерт, подготовленный отделом культуры, длился до самого вечера. Артисты зажгли на сцене, завели публику и порадовали жителей и гостей города каверами на известные хиты, популярными композициями и танцами, которые давно полюбились зрителям. До самого вечера не смолкали над городом слова знакомых до боли в сердце песен и поздравлений, в которых звучала память народная, скорбь, храбрость и мужество героев, которые принесли победу и мир Абхазии. Пусть победа всегда будет с нами, в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной заботе о старшем поколении. Вечная память тем, кто не вернулся живыми в родные края, и низкий поклон тем, кто, не жалея здоровья и сил, поднимал страну, кто наравне с героями ковал победу в тылу. Высокой ценой досталось мирное небо народу Абхазии. Помнит история, помнит сердце, помнят люди и не забудут никогда. Анжела Убилава, Ника Гачава, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал ТВ. Урожайность кукурузы по сравнению с прошлым годом снизилась на 60-70% из-за плохих погодных условий. Как проходит уборочная кампания и какой урожай ждет жителей района, рассказал начальник управления сельского хозяйства Беслан Бигвава. Расскажите, на какой стадии сбор урожая в Галатском районе и вообще какой урожай в этом году? Сбор кукурузы еще не начался, но сейчас дожди, как распогодится, все мы досконально все соберем. По Галатскому району было вспахано около 2500 до 3000 гектаров посажено кукурузы, но в связи с погодными условиями урожай получается не так, как мы ожидали. До 65-70% кукурузы, к сожалению, не будет. Неурожайность в этом году связана только с погодными условиями или другие факторы тоже были, например, вредители? Вредители не так уж нам помешали, просто погодные условия, вы сами видите, какие погодные условия были. Нам была поставлена задача, министр сельского хозяйства собирал всех начальников управления сельского хозяйства, начальников МТС районов. Та цена, которая была установлена раньше министерством и правительством, все работы в Галатском районе, которые были проведены по отношению вспашки, баранований, все были цены, которые соответствовали по законодательству. Специалисты Министерства сельского хозяйства приезжали к нам буквально 2-3 тому назад с управления Министерства сельского хозяйства. И они посчитывали по всем районам, какая обстановка в каждом районе.
Мы доложили специалистам Министерства сельского хозяйства, какая обстановка у нас. Мы им сказали, что 65-70% урожая нам не будет. Они все посмотрели, все записали, все актом, все и доложили Министерству сельского хозяйства. И будут принимать какие-то меры. Это им была поставлена задача от президента, от правительства, и по поручению им приехали, чтобы посмотреть, что за обстановка в районе. Сделаем все для того, чтобы население все было обеспечено кукурузой или мукой. Орех, фундук, естественно, погодные условия тоже помешали. Урожайность ореха, фундука может в этом году чуть меньше будет, чем в прошлом году. Погода все равно с орехом, фундуком более-менее такой, просто цены нету, цена не зависит от нас. Это рынок. Цена на рынке вот здесь за одну штуку 8-9 рублей дают. Это уже ценовая политика. Люди собирают, есть люди, которые еще и не собрали, но тихо-тихо собирают. Потому что у кого много орехов, нет сборщиков, а сборщики требуют денег за работу. И кому-то выгодно, кому-то невыгодно, своими силами тихо-тихо собирают люди. Электронные книги от мецената, который пожелал остаться неизвестным, вручили выпускникам заместитель главы администрации Джамбул Кортава и заведующая районным отделом образования Екатерина Габелия. За годы учебы эти ребята неоднократно отличились, участвовали и побеждали в олимпиадах по разным предметам и в творческих дисциплинах, выигрывали спортивные состязания. Абхазская исполнительница Саида Агрба участвует в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе». Как рассказала в беседе с корреспондентом «Спутник» сама Агрба, она на протяжении 10 лет пыталась попасть на вокальное шоу, но не получалось. Мне всегда говорили, что я не формат, поэтому в конце концов уже опустила руки и думала, что не попаду на такой проект. Думала, все нечестно, несправедливо и вообще попасть туда в принципе невозможно. Но мой педагог Лариса Александровна Долина убедила меня, что не надо опускать руки и на этот раз повезет. Я пошла на проект, и меня взяли. На самом деле это было удивлением для меня. Я шла на проект с мыслью, что меня не возьмут, призналась певица. По словам Агрба, ей сложно было выйти на сцену после года перерыва, и вдвойне волнительно было представить свою страну на таком масштабном шоу. На этом наш выпуск подошел к концу. Встретимся ровно через неделю. До скорых встреч!